в юридическом институте Харьковском нас 2 года мы изучали очень такой предмет «История государства и права стран зарубежья и Советского Союза». И именно без истории государства и права полноценной истории народа и общности быть не может. И процесс этого изучения мы тоже нас хорошо учили, это был моим любимым предметом. И немножко хочу остановиться именно в правовом ракурсе нашей книги. Есть такое понятие, которое до письменной и общепринятых законов народу все равно управлялись правом. И это право называется обычное право. И поэтому мне кажется, что доводы Анатолия Игнатьевича Гоголева и доводы Ивана Игнатьевича о том, что здесь мы тоже не оспариваю я, о том, что якуты мы здесь коренной народ. Об этом вы знаете, даже есть постановление Конституционного суда о том, что мы, якуты, являемся коренным народом Якутии. Но говорит о том, что вот здесь именно якутский народ создавался здесь, и всю свою культуру, и образовался здесь, я считаю, неправильно. Потому что то, что наша культура, наши эпосы и наши все вот эти лонхо, даже наше обычное право напрямую связано с теми цивилизациями кочевыми и степными, среди которых и варились наши предки. Вот обычное право якутов, об этом есть научный труд моего коллеги Гаврила Семеновича Федорова. И вот и они в основном по своим принципам, по своему содержанию, ну, кроме тех, которые уже для государства были созданы, даже с яйцами Чингисхана и с обычным правом монголов, тюрков, это говорит о том, что наше государство, наш народ, это обычное право создавал вместе с другими тюркскими степными народами. Поэтому здесь даже многие историки сидят. Вы прекрасно знаете, что первые, которые писали о якутах, путешественники, историки, говорили о том, что с первых времен пересоединения Якутии к России и создания институтов судебных, якуты стали очень массово обращаться в судебные органы. Некоторыми это подается как бы нехорошая, неприятная характеристика народа о том, что мы сутяжники, это не так. Это наоборот показывает, что мы были знакомы с органами правосудия, что у нас была государственность, и поэтому якуты без никакой подготовки сразу стали обращаться в суды и принимать его решения как законные. Это показывает, что мы уже заранее, у нас было заложено это понятие права и законности. Но это якуты тоже, это люди как-то практично умные не поняли о том, что искать защиту у государства и через судебные органы намного лучше, чем там взаимные расчеты, там кровная месть или другие вражды. А когда решает суд, и это тоже показывает, что мы очень быстро приняли российскую государственность. Это тоже показывает, что где-то наши предки соприкасались с государствами. Это показывает, что мы действительно, государственность была у нас, и в нашем понимании государство всегда существовало. Может, в тот момент, когда появились русские здесь, да, и произошло воссоединение, у нас государственности не было, но понятие государства в нашем сознании имелось. Это фактически даже на генетическом уровне. Поэтому мы сразу восприняли российского императора как своего
императора, как раз мы все обращались в органы правосудия, органы государственные со своими жалобами, со своими спорами. Это показывает, что когда вот Анатолий правильно сказал, потому что действительно в советское время было такое понятие, что не исторической науки, а именно вот пропагандистской, исторической школьной программе везде, потому что когда появились сюда первые казаки, русские, у якутов не было понятия власти, у якутов не было такой нации, а по этим паласам, по речкам и по тундрам кочевали и жили абсолютно независимые и родственные друг другу племена. И мы создали для вас народ якутский и государство. И поэтому труд своего брата я поддерживаю. Я думаю, что я его... Это он вынашивал, как Андрей Савич говорил, вот, почти с детства. Писать вот такой труд. И поэтому это, я очень рад, что он вот, своим длительным трудом вот, он книгу эту закончил. И про нашего отца здесь сказали, действительно, он был этнографом. Многие его вот, материалы, которые собраны им, находятся здесь в Академии наук, в архиве, вот в институте. Он собирал и сказки, даже вот якутские сказки, вот, которые были иллюстрированы, самые красивые. Начинается, первая же сказка начинается со сказки нашего отца. И Иван поэтому наследственно даже. Ну и я могу сказать о том, что в отцовской линии у нас есть известные ученые, историки, вот, может, не широко известные якутской публике, якутской исторической общности. Сын Александра Николаевича Степанова, наш племянник Степанов, вот он как раз вторую редакцию